Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Думаю, что многие из нас пытаясь определить, насколько эрудирован собеседник, задавал каверзный вопрос: слышали ли вы «Восьмую симфонию Чайковского?». После утвердительного ответа, нужно сказать, он написал всего 6. Хотя на самом деле пронумерованных авторов симфонии действительно 6, но до 6-й симфонии он написал еще симфонию «Манфред», симфонию «Жизнь» и симфонию «Ми бемоль мажор», которую сам же уничтожил. Кроме того, один из величайших композиторов мира и символов русской культуры написал 10 опер, 3 балета, 104 романса, ряд программных симфонических произведений, концертов и других произведений, знакомых ученикам любой музыкальной школы в мире. Отметить 185-летие гения русской музыки Петра Ильича Чайковского смогут и жители нашей республики. В октябре в Якутске пройдет Чайковский фест, о котором мы сегодня и поговорим с гостями моей студии. Это директор Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия Владислав Левочкин и прима-балерина Мария Кузьмина. Добрый вечер. Добрый вечер. Но вы пришли не с пустыми руками, поэтому Чайковского, это я так анонсировала, Чайковский фест. А начнем мы все-таки с «Золотой маски». Наш театр получил целых 3 номинации «Золотая маска» этим летом за балет «Сияющий камень». Вот. Это одна из 3 масок? Да, это одна из 3 масок. И первую маску как раз получила Мария, как исполнительница, лучшая исполнительница женской роли в балете. Поэтому у нас 3 таких золотых маски, но они большие, как бы мы принесли одну. И еще одна тоже золотая маска у нашего художника по свету Ивана Шандровского за оформление балета. Ну и вот наш общий, конечно, приз итоговый, который мы получили за спектакль. Это лучший спектакль. Впервые такую номинацию, основную номинацию получил наш регион, наша республика. Лучший спектакль «Балет». Конечно, это в первую очередь заслуга нашего главного балетмейстера Екатерины Лаврентьевны Тайшиной. Она придумала концепцию вот этого именно синтеза классического, нового, современного и этнического. И, собственно, вот собрала команду, в которую попал я тоже как автор либретто. И вот мы создали такой спектакль, который удостоился сразу 3 награды. Конечно, это для нас невиданная радость, но это на самом деле результат большого труда всех поколений артистов балета, не только тех, кто сейчас служит, но и вообще, конечно, такое признание на российском уровне нашего национального балета. Расскажите немножко вот о либретто вообще, в 2 словах для тех, кто не видел спектакль, о чем там речь? Ну, спектакль рассказывает о том, как появился якутский алмаз. Ну, это такая современная легенда, поскольку в якутском фольклоре вообще нет упоминания об алмазах. Ну, понятно, потому что их открыли только в 60-х годах прошлого века. И вот, собственно, возникла идея, почему бы этот главный бренд нашей республики, с которым вообще ассоциируется Якутия в целом, почему бы его не представить вот в виде балета. И, конечно, это такое удачное сочетание, да, вот граненый алмаз — это бриллиант, самый драгоценный камень, да, на нашей планете. И, собственно, такой элитарный вид искусства, как балет, классический балет. Ну, собственно, вот мы стали думать о том, каким может быть этот спектакль. На самом деле все началось с танца Удагана, этюд, который представила Екатерина Лаврентьевна автором, и предложила вот нам разработать сюжет. Было несколько вариантов, и вот, собственно, я предложил такую легенду создать о том, как, скажем, в доисторические еще времена мог появиться алмаз. И также вот музыку к балету написал Кирилл Афанасьевич Герасимов. Это заслуженный деятель искусств Якутии и автор гимна нашей республики. Они уже несколько балетов сделали с Екатериной Лаврентьевной до этого. И вот она предложила его в качестве композитора, и мы буквально очень быстро, за полгода, наверное, да, вот были также приглашены художники, которые тоже номинировались. Вот художник по костюму Сардана Федотова, она номинировалась тоже. У нас всего было 7 номинаций.
И то, что вот из 7 номинаций мы прошли по 3, это, конечно, очень большой такой результат, значимый для нас результат. И я думаю, что он войдет в историю искусства Якутии. Но Алмаз, получается, изначально был красивой девушкой. То есть, собственно, Мария исполняла роль Алмаза. Каково это вообще? Ну, изначально в Таганке меня рождают не алмазом, а красивой девушкой. И из-за этой красоты начинается война верхнего и нижнего мира. И вот из-за всей этой войны, чтобы остановить, у Таганки все-таки решают превратить эту красоту в бриллиант, чтобы подарить и дарить людям, радовать. Но это, ну, как сказать, мы все равно играем. Моя роль не бриллианта, а красивой девушки, которая в итоге превращают в бриллиант. Вообще, на самом деле, очень сложный такой технически получился балет. Все это отмечали, что он очень такой насыщенный интересными решениями хореографическими, поскольку, ну, в первую очередь, конечно, профессионалы оценивают это, да, эксперты и члены жюри «Золотой маски». И вот Мария сама тоже рассказывала, что ей очень нравится эта партия, поскольку, ну, она позволяет какие-то вот необычные, интересные такие решения делать. Там же еще театр Аланхо был задействован, да, музыканты театра Аланхо? Да, это вот как раз-таки синтез классического звучания симфонического оркестра и наших народных инструментов, хамус, также карымпа и также лук, да, вот звучат в этом спектакле. Ну и благодаря вот поддержке компании «Алроса» нам удалось тоже технологически насытить его спецэффектами. Там очень интересные спецэффекты, которые, ну, просто возникает ощущение какого-то волшебства. Когда я в первый раз увидел, тоже просто поразился, как это можно сделать, как будто, ну, какой-то вот фокус происходит, вот эти вот превращения. Все это очень интересно, так со вкусом, стильно подано. Вот поэтому, наверное, и третья маска, которая вот за работу художников именно. Да, это, несомненно, вот оценка вообще всей нашей закулисной службы, всех, кто работает за кулисами, помогают создавать спектакль артистам. А хореография, вот, Мария, она была все-таки скорее классическая или там больше было каких-то этнических элементов? И что было сложнее? Да, у нас современная классика, поэтому с национальным колоритом, получается, с национальными, ну, движениями. И хореография очень интересная, но также она очень сложная технически. Есть очень много поддержек высоких. И можно сказать, что Марию там мучают, да, там по сюжету как бы она претерпевает страдания, и вот как ее поднимают, крутят, кидают из одной стороны в другую сторону. Тоже, ну, конечно, смотреть на это иногда так немножко не по себе, но в этом как бы искусство балета вот показать вот как раз-таки языком танца вот эти вот переживания, которые могут быть у человека. Но получается, у нас «Золотая маска» — это же главная национальная премия театральной страны, да? То есть это такой... Да, это огромная конкуренция, там было, ну, сотни заявок, и, конечно, мы соперничали с такими крупными, большими федеральными театрами, которые являются, ну, мировыми площадками с мировой известностью. Поэтому, конечно, ну, надо сказать, что это очень значимо, и, конечно, мы старались, мы сделали все возможное, чтобы, ну, добиться такого результата. Ну вот, как вы считаете, этот успех повлиял на доверие к театру со стороны вообще федеральных партнеров и выбора Якутска площадкой для Чайковский фест? Конечно, ну, с чего мы начали, конечно, вот получается, что, ну, можем сейчас воспользоваться вот таким интересом к нам, да, поскольку
поступает предложение, есть интересные предложения, может быть, состоятся все-таки выезды, хотя сейчас не очень легко все это организовывать. Но, тем не менее, вот есть некоторые варианты, по которым мы отрабатываем, и предлагаю даже снять киноверсию спектакля «Сияющий камень». Телеканал «Культура» хочет показывать в кинотеатрах. К нам пришло такое официальное письмо. Вот такой есть тоже вариант. Вот. И, конечно, вот фестиваль — это тоже для нас такая возможность еще раз о себе громко заявить. И фестиваль, он поддержан президентским фондом культурных инициатив. Только благодаря этой поддержке, собственно, мы можем его провести сейчас. В том числе благодаря тому, что вот театр наш вот приобрел такой статус и известен уже, скажем, современным деятелям культуры, искусства. Он становится более известен, потому что, конечно, мы живем в отдалении, и нам трудно конкурировать с другими театрами, которые выезжают чаще, несут меньше затрат. Да, вот нам просто выехать — это, конечно, очень большое дело, и необходимо большое финансирование, большая поддержка, чтобы осуществлять это. А вот вы сказали, что телеканал «Культура» хочет делать телеспектакль, это вообще здорово. А вообще вот что из того, что критики говорили, писали, запомнилось? Потому что одно дело, когда здесь, да, а другое дело, когда там взгляд сторонних зрителей. Ну, как раз-таки члены жюри, они с нами не обсуждали. Мы обсуждали спектакль только на предыдущем фестивале «Стех», который у нас проходил, и приезжала Ольга Розанова, известный балетовед, и вот как раз-таки она очень хорошо так в поддержку нашего балета высказалась и действительно сказала, что у нас великолепная хореография, которая по достоинству может быть оценена, может быть, это нам придало уверенность, что мы можем подаваться. Конечно, когда мы создавали балет, мы думали, что это интересная работа, но может, не всегда бывает такая уверенность, что это будет интересно, что это будет конкурентно. Конкурентно и интересно не только нам. Не только нам. Да. Да? То есть, прежде всего, вот, когда все это придумывалось, ориентировались же на своего зрителя, да? Ориентировались на своего зрителя, с тем, чтобы все-таки через этот спектакль, через этот балет можно было бы рассказать именно о Якутии, об особенностях нашей культуры, языком, хореографией, профессионального балета. А правда ли, что первый фестиваль музыки Чайковского в Якутске прошел в 1992 году? Да, это 33 года назад. Прошел фестиваль, посвященный Чайковскому, и были представлены спектакли тоже с участием гостей. Но это надо сказать, что это совершенно другое поколение уже и исполнителей, и зрителей. Вот наши ветераны театра, они тоже участвовали в этих постановках. Конечно, мы все с нетерпением ждем этого события, которое у нас состоится с 17 по 31 октября. В афише заявлены солисты Мариинского и Большого театров: Мария Буланова, Глеб Перязев. Как вообще удалось их привлечь так далеко? Да, к нам приезжает 13 гостей, 9 из них артисты. Это и дирижер, например, Алексей Асланов, дирижер Мариинского театра. Это также солисты оперы Глеб Перязев, Алексей Татаринцев, также Татьяна Павловская, Кулаева и, конечно же, самый, наверное, такой долгожданный гость оперы — это Григорий Чернецов, солист Мариинского театра, заслуженный артист Санкт-Петербурга и Республики Саха-Якутия. Он родом из Якутии, да, его мама живет здесь, в Якутске. Это Людмила Николаевна Жукова, она известный
фольклоровед, и вот как раз-таки с его участием мы покажем спектакль «Евгений Онегин». Это одна из последних постановок. И надо сказать, что уже билеты заканчиваются. Хотя мы не начинали еще рекламную кампанию, такую обширную, да, уже фактически, ну, вот люди узнают, все ценители оперного искусства, они узнают и вот как бы расходятся с сарафанным радио. Ну и вот артисты балета, которых мы ждем, это Мария Буланова, солистка Мариинского театра, и также солист Башкирского театра оперы балета Исхаков. Рустам Исхаков, он будет вместе с ней солировать вот в «Лебедином озере». И это тоже, ну, такой для нас очень важный формат, когда приезжие звезды выступают на одной сцене с нашими артистами. Это, конечно, новые ощущения, новые интересные знакомства. Это совместная работа, которая очень воодушевляет. Мария, наверное, тоже подтвердит, да? Это дает большой стимул для наших артистов. Не только для зрителей, это нужно и самому театру, чтобы развиваться. А вот эти постановки, ну, вот, которые мы ожидаем в рамках фестиваля, да, вот вы сказали, опера «Евгений Онегин», балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», если я не ошибаюсь, да? Да, да. И спектакли «Иоланта» еще будет опера, и гала-концерт с участием наших гостей. Но «Щелкунчик» у нас совершенно новый. Это наша постановка, наша хореография. Екатерина Лаврентьевна сделала совершенно новый спектакль. В этом году мы посвятили тоже 185-летию Петра Ильича Чайковского. И мы исполняем нашим составом. Гостей там не будет, но тоже там уже билеты заканчиваются, поскольку «Щелкунчик» — это, конечно, самый, наверное, популярный вообще балет в мире, который очень любим не только взрослыми зрителями, да, но и детьми. И Мария тоже исполнит, да, в составе, Да. в одном из составов. Мария, вы Мари играете? Да, Танцуете или как правильно говорить? Вот, исполняем партию. Исполняете. То есть все-таки про артистов балета правильно говорить исполняем, а не играю, да? Ну, хореография тоже очень интересная. Ну, все балеты Екатерины Лаврентьевны, они очень интересные. И, ну, вот «Щелкунчик» у нас тоже новый для артистов. Но это очень интересная работа получается, совсем другая хореография, техника, совершенно новые костюмы, декорации. И всех ждем приходить, наслаждаться. Да, у нас еще будет помимо самих спектаклей очень такая насыщенная программа мастер-классов. Ну, конечно, в первую очередь для учащихся наших специализированных СУЗов, ВУЗов. Ну, то есть мы говорим для про их колледж родителей. культуры, про Это Агильский АГИКИ, университет. Высшая школа музыки, это балетная школа. У нас развитая система, и, конечно, такие мастер-классы тоже очень будут полезны. И помимо этого будут творческие встречи, где наши звезды, наши гости фестиваля будут встречаться вообще с общественностью. Любой человек может прийти, это все будут мероприятия бесплатно проводиться, то есть вход свободный будет. Еще и онлайн-трансляции всех. еще будут, да? Да, и мы планируем трансляции, ну, возможно, они будут позже, появятся позже. Вживую можно будет вот подойти на наши встречи. Мы буквально вот завтра или послезавтра полный перечень вот этих вот мероприятий, активностей опубликуем. И Мария тоже у нас встречается с общественностью в балетной школе, как вот как раз лауреат «Золотой маски». И я думаю, что вот своими впечатлениями, своим примером она поделится с детьми, которые мечтают выступать на сцене, с родителями, которые волнуются за них, да, и хотят, чтобы их дети вот стали артистами балета. Мария, а что нужно, чтобы стать примой? Понятно, что чтобы стать артистом балета, нужно заниматься балетом, идти сначала в балетную школу, потом в училище и так далее. Вот, но как примой становятся? Во-первых, это все-таки желание хотеть стать примой и трудолюбие, каждодневный труд, все перетрут. Поэтому работать и, желать танцевать, любить балет. И все-таки, в основном, мне кажется, это желание. А у вас есть какие-то любимые партии? Любимые партии,
Всех, ну, все партии, они мои любимые, конечно, но больше всего я люблю балет «Спартак» и, ну, партию «Фригии». Это гимн свободе? Ну, как сказать, мы работали при постановке с постановщиками, поэтому и смотря на всю работу, и, ну, вот на весь процесс постановки спектакля почему-то очень захотелось танцевать именно партию Фригии. И, ну, вот мне удалось ее станцевать спустя, после выпуска 3 года. И это стало первой моей сольной партией в балетной карьере в театре. После чего и началась карьера Примы, да? Карьера солистки. Понятно. Но вот «Щелкунчик» — это же такая традиционная новогодняя сказка, и традиционно перед Новым годом вот Большой театр, там уже притча во языцах, да, насколько дорогими могут быть билеты. Вот этот спектакль, он у нас останется в репертуаре под Новый год с таким прицелом? Да, мы уже его поставили вот на декабрьские тоже продажи. Конечно, у нас «Щелкунчик» всегда пользуется популярностью. И большая проблема была в том, что как раз-таки предыдущий «Щелкунчик», он как бы сейчас уже морально устарел. Конечно, там классическая хореография, это тоже нужно, и мы иногда сомневаемся, обсуждаем у себя, может быть, старый «Щелкунчик» тоже сохранить, поскольку есть уже привязанность и у зрителя, и у наших исполнителей. Но в сегодняшнее время оно, конечно, требует новых решений. Сейчас появились совершенно другие материалы, из которых декорации, костюмы шьются. У нас появился другой свет, появилась возможность создавать вот это вот действительно ощущение чуда, чтобы это было не просто вот как бы нарисованная елка на ткани, да, а чтобы это было действительно такое волшебство, в которое попадает зритель. Поэтому, я не видел последнюю постановку, в апреле я пропустил, просто у меня был выезд, а в апреле как раз-таки вот мы показали на юбилейную дату Петра Ильича, вот были первые 2 показа для зрителей, и 17-18 октября состоятся новые. И хотя это новогодний спектакль, зритель с большим желанием идет, поскольку эта музыка, она вечна, и не обязательно ее только под Новый год. Это естественная потребность вообще у человека слушать эту великую музыку. А «Лебединое озеро» — это тоже будет какая-то новая хореография или это классическая постановка? Нет, конечно, у нас «Лебединое озеро» идет в хореографии Григоровича, он сам приезжал, ставил. Это первый его балет, потом был «Ромео и Джульетта», третий «Спартак». Вот 3 балета, которые у нас идут как раз-таки в постановке маэстро Григоровича, который является великим хореографом тысячелетия, да, и мы очень гордимся, потому что он не со всеми театрами работал. Наши вот как раз-таки возможности, уровень подготовки, уровень профессионализма обеспечил вот постановку таких шедевров. И любой из этих спектаклей всегда пользуется большой популярностью, билеты заканчиваются долго до начала показа. То есть это классическое будет «Лебединое озеро»? Да. Поэтому мы и можем вставить в него приглашенных солистов. Причем Мария, оказывается, она в другой хореографии исполняет «Лебединое озеро». У него несколько тоже вариантов. Несколько вариантов. У нее другой, да, как, по-моему, Вайнонен, да? Она говорила, что у нее другое как раз-таки исполнение на сцене Мариинского театра, потому что в постановке Григоровича в Мариинском театре не идет. Она идет только в Большом театре. В Большом и у нас, нюансы, и в театре оперы и балета в Якутии. Да, у нас сохранены те же декорации, те же решения художников. Конечно, масштабы немножко другие, но основные вот эти решения, они все сохранены. А вы в «Лебедином озере» тоже задействованы? Да. А Детта Адилия? Нет. Детта Адилия у нас будет приезжей, мы будем танцевать в других партиях. Да, партии невест там есть, да? Да, невесты, большие лебеди. И там же достаточно такие яркие тоже есть партии, помимо главных,
И вот как раз-таки в этом интерес, что артист он может в разных ипостасях себя воплотить. Еще упоминается тифлокомментирование для слабовидящих вот, в информации о фестивале. Да, как вообще там организована вот эта доступная среда? Да, в прошлом году мы реализовали такой проект по тифлокомментированию, то есть это такое сопровождение для тех, кто звуковое сопровождение для тех, кто не видит то, что происходит на сцене, для слабовидящих. То есть они слышат музыку, и им рассказывается диктор, что выходит такой-то артист, он одет так-то, в таких-то декорациях, вот происходит такое-то действие. И мы сделали как раз-таки спектакль «Иоланта» Петра Ильича Чайковского и «Щелкунчик» в прошлой версии мы сделали с таким тифлокомментированием. И, конечно, отзывы были очень впечатляющие, поскольку это открывается для людей с ограниченной возможностью совершенно другая ипостась, новый вид искусства, который они для себя открыли. Были очень хорошие отзывы. И вот спектакль «Иоланта» мы можем тоже продолжить с этим тифлокомментированием. «Щелкунчик», поскольку у нас новая версия, нам нужно будет сделать новую версию тифлокомментирования. Вот будем об этом думать уже, наверное, на последующих показах. Сейчас к фестивалю мы уже не успеем. Но вообще, получается, этот Чайковский фест — это федеральный же проект, да? Да, это проект, на самом деле, инициированный не нами. Мы выступаем как партнеры. Получается, что организация, которая подала заявку на реализацию этого проекта, является Союз работников культуры Санкт-Петербурга, поскольку у нас с Санкт-Петербургом, с Мариинским театром очень тесные взаимоотношения. И поэтому пресс-конференция была у вас общая, да? Как раз-таки мы очень рады, что партнеры как раз-таки вот эту инициативу проявили с тем, чтобы провести у нас фестиваль. Они подключили фонд ФЭС, это тоже такая организация, которая работает как раз-таки с самыми знаковыми в настоящее время именами в опере и в балете. Как раз-таки это все очень молодые, очень такие, находящиеся на подъеме артисты. Они очень востребованные, они выступают в настоящее время, очень активно задействованы в основном репертуаре Мариинского театра, Большого театра. Поэтому нам очень повезло, что такие вот сильные артисты смогут нас посетить, порадовать нашего зрителя. Поскольку, конечно, наши успехи за пределами республики, они радуют всех, но хочется, чтобы таких событий происходило больше и у нас в республике, поскольку ценителей классического искусства очень много. И сейчас это на самом деле, особенно в постпандемийный период, становится все более и более популярно. А как вообще сотрудничество двух регионов может повлиять на развитие классического искусства? Да? Может быть, какие-то гастроли по обмену возродятся? Конечно. И если я правильно поняла, для зрителей перевести, что фестиваль проводится, по сути, за федеральные деньги, то есть регион на это не тратится, правильно я понимаю? Да, не тратится. Мы, как партнеры этого фестиваля, конечно же, мы вкладываем туда труд наших работников, предоставляем площадки. Это наша, получается, совместная такая работа на то, чтобы провести этот фестиваль. Собственно, грантовые средства, они тратятся на привоз артистов, на оплату им гонораров, на проживание, на решение таких организационных вопросов. И, конечно же, это очень большая поддержка, поскольку такого масштаба фестиваля мы очень давно не проводили, а посвященный Чайковскому вообще был 33 года назад. Хотя Петр Ильич Чайковский — это, конечно, наше главное вообще достояние музыкальное. И, как в литературе Пушкин наше все, так в музыке Чайковский наше все. Но он даже больше, чем в музыке, поскольку, наверное, самый популярный, наверное, композитор, музыку, которую хотя бы раз слышал, наверное, каждый житель планеты Земля, да? Поэтому мы очень рады, что организуется такой фестиваль, и когда много фестивалей, конечно, в этот юбилейный год по всей России, нам уделяется внимание со стороны федеральных партнеров. Якутск вообще называют культурной столицей Арктики, он претендует, по крайней мере, на такое название, но из-за удаленности жители Улусов, они редко видят выступления столичных артистов.
Будут ли гастроли по районам? Да, мы каждый год выезжаем, прежде всего, конечно, в Южную Якутию, в Неринг, поскольку нам нужна театральная площадка для того, чтобы выступать. И та площадка, которая есть вот в центре имени Пушкина, как раз-таки она позволяет нам показывать спектакли, полноценные спектакли. Причем мы даже показывали балеты Григоровича, вот «Ромео и Джульетта» было у нас, «Лебединое озеро» тоже вывозили. Конечно, не везде есть такие хорошие площадки, зато появились очень такие современные дворцы культуры, где мы можем представлять хорошую концертную программу и вывозить такие одноактные спектакли. Вот мы вывозили, например, «Кармен Сюиту», которая тоже очень большим таким интересом пользовалась зрителями, когда буквально там заказывали из Якутска машины с цветами, чтобы принести цветы зимой, подарить нашим артистам. Очень тепло нас встречали, но, конечно, всегда это очень затратно. Вот наш даже небольшой выезд одноактным спектаклем — это уже 100 с чем-то человек, то есть аренда нескольких автобусов, соответственно, размещение в гостиницах, и начинаются организационные вопросы. Не всегда это удается решить. Некоторые районы нам помогают, тоже оказывают содействие. Для нас это тоже очень ценно, очень важно. Помогает нам донести профессиональное искусство именно до жителей наших районов. Давайте вернемся к фестивалю. Вот гала-концерт, который состоится 31 октября, уже анонсировано, что 31 октября. Что там такого уникального будет? Зачем нужно сейчас скупать билеты? Гала-концерт — это, конечно, можно сказать, такой апофеоз всего нашего фестиваля. Это такой праздничный салют, который мы делаем для наших зрителей с участием гостей. Наши солисты оперы, солисты балета, они остаются после спектаклей для того, чтобы принять участие в гала-концерте. И готовится очень интересная программа. Это будут произведения, прежде всего, из репертуара Петра Ильича Чайковского. И будут и балетные номера, и будут и большие с участием хора, также выступления. Поэтому сейчас как раз-таки разрабатывается программа. Я всех нюансов не знаю, поскольку это художественное руководство у нас сейчас занимается. Павел Андреевич Васьковский, художественный руководитель театра, и Татьяна Анатольевна Савинова, главный режиссер. Они сейчас как раз-таки работают над программой. Возможно, будут совместные номера. Очень бы хотелось, чтобы наши солисты выступили с приглашенными солистами. А с кем бы вам хотелось выступить на одной сцене вместе? Такого прям желания с кем-то станцевать нет. Хорошо, а если прям такой вопрос, абстрагироваться и с любым артистом любых времен и народов, даже из ныне живущих? Ой, даже не знаю. Не знаю, с Нижинским? Мы танцевали во время фестиваля «Стерх». Мне удалось танцевать с солистом Новосибирского театра с Романом Полковниковым в одном балете «Байдерка». Также я танцевала с Бахтияром, с Адамжан Бахтияром, тоже во время фестиваля «Стерх» в балете «Корсар». Поэтому очень отрадно, что у нас есть такие фестивали, где приглашают мировых звезд для совместных проектов. Это, конечно, сложно представить. Человек прилетел на самолете, сегодня вечером у него репетиция, а завтра выступление на публике. И еще и эта наша разница во времени, жетлаг этот. Разница во времени. Они смотрят, допустим, записи спектаклей для того, чтобы понимать, где что, как находится. Другая совершенно, может быть, мизансцена. И, иногда бывает не наша хореография у них. И за 2 репетиции подготовить целый балет — это очень ответственно и сложно. Это такая стрессовая такая. Да. Получается, мы тут готовим этот спектакль с другим партнером, и прилетают, и через 2 дня мы должны уже выходить готовые с другим партнером. В этом есть сложность. Это, допустим, подъемы, подъемы. Техника у каждого, у всех разная, поэтому
есть сложности. В этом профессионализм и уникальность классического именно балетного искусства, оперного искусства, поскольку в драматическом искусстве это невозможно. А вот в оперном и балетном как раз-таки вот высокий профессионализм, такая отточенность именно технологическая, да, и техническая, и профессиональная. И опять же, это нужно донести все это до зрителя, чтобы зритель почувствовал эмоцию, да, чтобы он насладился. Ну, последний вопрос в завершение. Кто сейчас зритель вашего театра? Кто наш зритель? В основном это молодежь, мне кажется. Да? Сейчас Ну, очень много да, молодежи молодежь интересуется, очень много молодежи. Часто бывает, что зритель даже как бы не постоянный зритель, да, который увидел, решил прийти, увидеть своими глазами. Но есть, конечно, постоянная публика, тех, кого мы уже, конечно, знаем, и не только в лицо, уже по имени-отчеству называем. Которые спектакль не пропускают. Да, наши театралы, ценители классического искусства. Но и также много тех, кто случайно даже приходит. Иногда бывает даже спрашивают, а где касса находится, потому что не всегда с первого раза можно найти у нас кассу. Но вот такие зрители тоже бывают. Ну что ж, спасибо вам большое. Удачи фестивалю. И не только фестивалю, новому сезону, чтобы всегда ваши зрители вас любили, приходили и поддерживали. Спасибо. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.